Светлое будущее, причем в буквальном смысле этого слова. Питающий центр Плиева в эксплуатации с 1966 года. Оборудование давно изношено, отработало свой срок. С введением Плиева новой в эксплуатацию старая узловая подстанция будет полностью разгружена. Сегодня это главный проект по повышению надежности и качества энергоснабжения в регионе. Подстанция Плиева новая обеспечивает создание энергокольца из 9 линий электропередачи напряжения 110 киловатт, проходящих по территории Республики Ингушетия, Северной Осетии и Чечни, что значительно повышает надежность всей энергосистемы Северного Кавказа. В ходе рабочего визита в СКФО министр энергетики России Александр Новак и гендиректор компании Россети Павел Левинский вместе с главой Ингушетии Махмуд Али Калиматовым приняли участие в торжественной церемонии запуска первой очереди подстанции. Запустить в первую очередь подстанции 110 киловольт Плиева новая. Коллеги, прошу. Я, во-первых, искренне говорю спасибо, потому что для нашей республики то, что сегодня Плиева новая построена, и она принесет нам или устранит те недостатки, которые были, потому что у нас планы действительно большие, и с вводом с каждым годом тех объектов социальных, которые мы планируем по нацпроектам, социальные объекты, школы, детские сады, больницы, с каждым годом будет повышаться потребность в электроэнергии, чтобы у нас в республике всегда было светло. Не только днем, но и ночью. Открытие совершенно новой цифровой подстанции – серьезный импульс для развития всей энергосистемы страны. Министр энергетики России рассказал, в каком состоянии находится электросетевой комплекс Северного Кавказа и о перспективах его развития. Электросетевой комплекс СКФО будет выделено порядка 18 миллиардов рублей. Недавно была введена крупная электростанция Грозненская ТЭС. Скоро будет введена Зарамакская гидроэлектростанция. Развиваются малые источники генерации. Ну и, конечно, важно, что в электросетевом комплексе происходит обновление, происходит повышение надежности. Вот строительство новой подстанции 110 киловольт в Республике Ингушетия – это очень важный элемент всей энергосистемы Северо-Кавказского федерального округа. Махмуд Али Калиматов отметил, что в Ингушетии действительно намечены колоссальные планы, и современная доступная инфраструктура остро необходима для их реализации. Ведь это для людей, для каждого дома, для каждого жителя республики. Это же не только вот у нас сети, да, они 60-х годов, и дальше даже туда можно вниз и 50-х годов. Но вопрос в другом. Поэтапность, пошагово. Министерство, правительство в целом, Россети, вот как раз для нашей республики делают то необходимое, которое, это же не просто вот объект, это же объект, который войдет в каждый дом, в каждую школу, в каждый детский садик. Понимаете, вот это важность. Подстанция Плиева новая – еще один энергообъект, построена в рамках реализуемой группой Россети концепции «Цифровая трансформация 2030». Мы делаем все, чтобы создавать в регионах необходимые инфраструктурные условия для их динамичного развития, отметил директор компании Россети. Одна из важнейших задач – также повышение платежной дисциплины в регионе. У нас задача по 30% снижению, которые зафиксированы в программах уровня потерь в энергосистеме Ингушетии. Да, они сегодня высокие. С уровня тех, которые имеются, почти 30% уменьшения до целевых 18-20%. Тот, который предписан нам до 2023 года. Также важно отметить, что это реконструкция вводов 0,4 киловольт. Как уже отметил Махмуд Али Макшарипович, до каждого потребителя критическая инфраструктура дотягивается. Поэтому без этих мероприятий, конечно же, системной надежности не обеспечить. Надежность и качество – вот главное преимущество новых технологий. Информация о любых неполадках отображается на мониторе диспетчера. С помощью дистанционного наблюдения за системой возможно мгновенно обнаружить сбой в сети. Круглые сутки находятся 2 человека. Они имеют прямую связь с региональным диспетчерским управлением Северного Кавказа. Вот 2 телефона, есть такие панели. И они регистрируют все события, что произошло, какое ток короткого замыкания, если это термин,
величина тока, время, вот эти все. Ну, здесь происходит все очень быстро, доли секунды. И все это событие, когда после того, как мы осциллограмму вытаскиваем, и наглядно видно, что происходило на линии и на оборудовании. Это позволяет намного ускорить устранение появившейся причины. Здесь мы видим, значит, при включении мы видим, значит, по каждой фазе напряжение и переток, сколько мы получаем. Значит, дистанционно можем отключить, значит, в работе находится выключатель, если зажигается красное, мы можем его отключить. Значит, точно так же, значит, по каждому все, что у нас находится на открытом воспроизводстве, нанесено здесь, на этом стенде. То есть каждая кнопка заведена дистанционно на каждый выключатель, на каждое оборудование. На подстанции предусмотрено 8 входящих линий. Даже в случае отключения одной из них можно будет резервироваться, а значит, жители не останутся без электроэнергии. Также открытие энергообъекта отвечает целям нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года. Заходить сюда разрешено только в касках, и то в порядке исключения. На энергообъекте используется российское оборудование, применяются цифровые технологии, что позволяет достигнуть более высокого уровня надежности и увеличить срок эксплуатации оборудования. Энергообъект Россетей общей мощностью 80 мегаватт позволит обеспечить растущие потребности у жителей Ингушетии и Чечни. Только в одном сельском поселении Плиево, где проживают более 20 тысяч человек, вместо 6 киловатт отныне будет поступать 10. Для жителей открытие объекта – настоящее торжество света. В принципе, село разрастается, у нас село большое, население увеличивается. Поэтому это для нас большой плюс. Это большой подарок для села, конечно, мы очень благодарны. Энергообъект – один из самых масштабных и стратегически важных отраслевых проектов, реализуемых на Северном Кавказе. Инвестиции в первую очередь составили более 800 миллионов рублей, а общий объем инвестиций в проект превысит 1 миллиард. Вторую очередь подстанции Плиева-Новая планируется ввести в эксплуатацию в середине 2020 года. Зелимхан Калоев, Магомед Даскиев, Новости 24.